А чем же отличается общественное издательство «Юпитер» от других профессиональных издательств? Ну вот постараюсь вам вкратце об этом рассказать. Во-первых, мы начинали свою деятельность, как вы понимаете, 20 лет назад, да? Тогда, когда частных издательств еще не было в помине, а в государственных частным образом не полагалось издаваться. А так хотелось нам, пишущим людям, стихотворцам, да, иметь обратную связь с читателем, с вами, дорогие мои. Так вот, в 1991 году, когда происходили известные преобразования и было не до поэтов, тем более самодеятельных, которые организовывались в литобъединения, а их было несколько в нашем городе. Областное литобъединение имени Павла Коченко, которым руководил Вячеслав Кочурин, литобъединение «Стапель», руководитель Лариса Голубкова, литобъединение «Рефлектор», которым руководил наш незабвенный Эмиль Январев, литобъединение «Заря», руководитель Юрий Гроссман, молодежное литобъединение «Аккорд» при Институте культуры, которым в то время руководила я, поскольку преподавала там литературное творчество. Тогда я была в той или иной мере участницей практически всех этих литобъединений, слушала с превеликим удовольствием стихи своих коллег по перу и сокрушалась, что многие замечательные произведения не доходят до своего читателя. И если заревцам еще в известной мере повезло, нас очень щедро печатали на своих страницах заводские многотиражки «Турбинист» и «Прогресс», то остальным пробиться к читателю было совсем непросто. Вот именно тогда мне и пришло в голову заняться самиздатом. Ну что такое самиздат? Всегда риск потерять свое творение, да, своего ребенка, как говорится, авторство свое. Но я с благословения мэтров нашей поэзии Эмилия Январева и Вячеслава Кочурина все-таки решилась на это. Именно они редактировали мою первую книгу «Когда душа не ведает покоя». Без их активной поддержки вряд ли бы у нас что-то получилось. Начала я, разумеется, с себя. Пример оказался заразительным, и таким образом сегодня, за прошедшие 20 лет, в нашем Юпитере издали свои первые, и не только первые книги, уже около 70 авторов. Их сборники вы видели на выставке и на этом экране. Перечислю некоторых из них, кто сегодня занял свое достойное место в литературе. Александр Павлов, ныне московский писатель. Лариса Матвеева, член Союза писателей Украины. Михаил Ковалевский, Людмила Чичкань, Инна Корецкая, Валерий Болгаренко, Юрий Гроссман, Татьяна Киркоян. За один год мы сделали 11 сборников ее стихотворений, замечательных стихов, и провели тогда первую в городе презентацию при поддержке Вячеслава Кочурина и Кухаренко Зои Сафроновны, директора Дома учителя. Владимир Лепешко, известный композитор из Заселья Николаевской области, песенники которого издавались еще в 70-е, 80-е годы прошлого столетия, тоже в те трудные времена издал в нашем Юпитере, и вы видели их сегодня на нашей выставке, 2 своих песенника для детей, а также песенник на мои стихи под названием «Моя весна». И эти песенники активно использовались в наших детсадиках, во всех детсадиках завода «Ютыза Заря», СПБ «Машпроект». Активно они использовались нашей известной певицей николаевской Светланой Бутенко в ее вокальной школе. Так вот, здесь же издал первый сборник своих рефлекторовцев, «Рефлектор» такое литобъединение, издал Эмиль Январев, с которым мы вместе тогда выискивали, помню, страшно дефицитную бумагу, покупали за собственные деньги и перетаскивали ее вместе с Эмилием Израилевичем и с помощью студентов из моего аккорда в родные пенаты. А чтобы как-то компенсировать отсутствие международного защитного кода и, тем не менее, защитить произведения авторов самиздата, мы организовывали широкие презентации вновь изданных книг. Более того, об этом всегда сообщалось в газетах, по телевидению, радио Николаев. Очень помогали нам в этом в первую очередь замечательный журналист и человек, как говорится, с большой буквы, Алла Георгиевна Раскопова. Сначала редактор прекраснейшей многотиражки «Турбинист», завод «Заря»,
а теперь редактор всеми любимого «Родного причала». А также Юрий Николаевич Агеев, зав. Отделом газеты «Южная правда», а также в разное время журналы «Горожанин» Юрий Юрин, Светлана Николаевна Бутенко писала о нас статьи, и «Нина» Юрий Анатольевич Минин. Прекрасные тележурналисты помогали нам. Главный режиссер Николаевской телерадиокомпании Юрий Борисович Трегубов. Виктор Данилович Завизион в своих программах «Вам слово» и «Размова на тему». Замечательные радиожурналисты Галина Голосная и Людмила Чеченицкая и многие другие. Часто, помогая нам, рецензировали наши книги известные николаевские журналисты Татьяна Даниленко, Юрий Минин, председатель областного фонда культуры Леонид Ржепецкий, непосредственно, как всегда, Вячеслав Кочурин. С нами на общественных началах работали юные художники-аматоры и маститые профессионалы. Особую благодарность хочу выразить заслуженному деятелю искусств Украины Инне Григорьевне Черкесовой, книгу, которая «Кукла Сашка», изданную в Юпитере, вы видели сегодня тоже на нашем выставочном стенде. А также ее внучке Сашеньке, она тоже приложила свою руку, иллюстрировала вместе с бабушкой книгу для детей «Давайте верить в чудеса». Большая, искренняя благодарность от редколлегии Юпитера Яне Ус, Любови Партыке, Наталье Лещинской, Татьяне Лещинской, Татьяне Репко, Ане Бухарской за прекрасные иллюстрации к книгам многих наших авторов. Книги, изданные в Юпитере, регистрировались библиотеками города и были востребованы читателями. Особую благодарность хочу выразить замечательному человеку Карпенко Елене Кузьминичне, Жаворонок Татьяне Анатольевне, это областная детская библиотека имени Лягина, Роскиной Татьяне Ивановне, научно-педагогическая библиотека, Афанасьевой Александре Ильиничне, библиотека для детей номер 5, Татьяне Васильевне Твердая, библиотека имени Крапивницкого, Семилет Наталье Викторовне, библиотека имени Шуры Кобера и Вики Хоменко, Ивановой Наталье Викторовне, областная библиотека для юношества. Эти библиотеки одни из первых начали регистрировать нашу продукцию и доводить ее до читателя. А библиотека для детей номер 5 по улице Южная, 52 стала местом прописки нашего общественного издательства «Юпитер». Сегодня мы сотрудничаем практически со всеми библиотеками города и области, а также с некоторыми библиотеками других городов, не только Украины, но и России, Белоруссии. Дарим свои книги, проводим презентации, а учитывая совершенно неограниченные возможности интернет-сайтов, мы выставляем свои произведения, в том числе и песни, ссылки на свою продукцию на серверах Стихи.ру, Изба читальня, где обмениваемся мнениями, участвуем в конкурсах и получаем отзывы и благодарности за свое творчество, что, безусловно, окрыляет и дает нам силы для новых изысканий. И там тоже появляются люди, желающие издать свои книги в нашем Юпитере. Таким образом, к деятельности общественного издательства «Юпитер» причастны, как вы видите, многие, очень многие замечательные, неравнодушные, отзывчивые люди, без которых существование Юпитера было бы невозможно. Именно благодаря им мы обрели своего читателя. Сегодня новые компьютерные технологии позволяют нам делать свои книги более технически привлекательными, чем в прежние времена. Чем же конкретно занимается наше общественное издательство? 20 лет, дорогие друзья, мы занимаемся так называемой издательской благотворительностью. Мы делаем компьютерный набор, верстку, художественное оформление, редактирование и так далее. То есть полностью создаем книгу и в электронном варианте дарим автору. А автор уже за свои собственные средства или с помощью спонсоров может сделать где угодно свой сборник в любом количестве экземпляров. При этом он платит только за тиражирование книги, прошивку и обрезку. Хочу выразить также благодарность Татьяне Юрьевне Спицыной, руководителю замечательного издательства «Атолл». Когда с 2004 года я стала издавать свои собственные книги, в том числе и ранее изданные Юпитером в «Атолле»,
чтобы получить защитный код ICBM. Ну, уже насобирала нужное количество денег. Она сочла возможным сохранить на оформительской страничке имена всех представителей редколлегии Юпитера, которые первоначально формировали эту или иную книгу. И к ним были добавлены уже имена сотрудников атолла, которые продолжили эту работу. Я посчитала это за высокую оценку работы нашего Юпитера. Дорогие друзья, от своего имени, и от имени Александра Сычева выражаю безмерную благодарность людям, которые помогли нам сегодня в издании дисков «Тера счастливая», «Надо услышать» и книги «Мій світ». Карнышкину Юрию Анатольевичу, депутату областного совета, горожанину года 2011, и Березницкому Владимиру Николаевичу, директору областного коммунального предприятия Николаев облтеплоэнерго, заслуженному работнику сферы услуг Украины, а также председателю правкома Николаев облтеплоэнерго Кривошея Тамиле Ивановне. В текущем году мы презентовали в июне месяце сборник стихов Людмилы Чичкань «Приближенный солнцу» в библиотеке номер 2. А сегодня имеем честь презентовать в этом прекрасном зале сборник стихов Александра Сычева «Мій світ». Заслуженный артист Мой декабрь, холодный и любимый мой декабрь, ты слышал шепот умирающих цветов. Тебе отдал я всю свою любовь, в замерзших лужах бросив свой корабль. Ты, мой декабрь, лед на мостовых, в ночных дорогах, дальних, бесконечных. Тебе, мой месяц небеспечный, я посвящаю столько строк живых. И пусть твердят, что жизни нет в тебе, холодный и любимый месяц мой. Так много в сердце связано с тобой, и я заново родился в декабре. Спасибо. Заснеженные сны. И падал на ладони нежный снег, как будто части пролетающих планет в планетах маленьких движений дней моих. Немного оттепели мирной на двоих. От снега пью живительную суть, хочу причастным небу быть когда-нибудь, а снег все падал, белый, чистый снег. Но думалось, как грешен человек, снежинки тают, не успев пройти свой путь, земле дают живительную суть. Смотрю на них, а сердце так сожмется. И только снег меж пальцев весь прольется, спешит исполнить снег свое предназначение, но ловит человек ладонями мгновение. Вода живая землю наполняет, немного человек об этом знает. Зима пройдет, все в жизни быстротечно, а снег ручьем прольется бесконечным. Под песни дивных и вольных наших птиц ручей встревожит памятью страниц и унесет меня живой ручей весны в мои любимые заснеженные сны. Мой город. Это мой город. Новостроек тихий квартал и яхт-клуба старый причал. Это мой город, что ингулом и бугом объят. Для меня лучший друг, он и брат. Это мой город с ностальгией старых дворов, в звуках скрипки и терпких дубов. Это мой город. Это за мой город жизнь Ольшанский свою отдал, чтоб мой город расцвел
рассветы встречал свободный город. От Варваровки и портов до завода торговых судов — это мой